Нахавал алды бака, вақ çaldı бака, айға бақты ешіл бака, елға бақты ешіл бака. Писатель, поэт, известный журналист, а главное – добрый детский сказочник. Благодаря Нузету Умерову в семьях крымских татар вновь зазвучали национальные легенды, сказки и стихи. Первые наброски появились в его тетрадях еще в школе. Увлечение поэзией привело его из Узбекистана в Москву, в литературный институт имени Максима Горького, где он учился на одном семинаре с Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским и Беллой Ахмадулиной. Приезжаю, захожу в литературный институт. Значит, захожу в комиссию. В то время в моде были широкие, эти флотский клеш назывались, брюки, вот такие брюки на мне, значит. А там девушки сидят. Я говорю: девушки, а какой конкурс? Они так посмотрели на мои брюки и говорят: ну вот 2200 заявлений на 25 мест. В общем, я как услыхал, мне так стало плохо. Окончив институт и приехав в Ташкент, писатель стал заместителем главного режиссера академического Большого театра имени Алишера Наваи. А вернувшись на родину, в Крым, через 22 года возглавил редакцию первой крымско-татарской газеты «Яны Дунья» и участвовал в создании первого послевоенного крымско-татарского букваря. Книгу «Элифбе. Букварь» Нузет Умеров написал за 3 месяца. День и ночь писатель работал над пособием, его труд не был напрасным. На протяжении 5 лет с 1 по 3 класс в крымских школах преподавали родной язык по этому учебнику. Он был лично знаком с Корнеем Чуковским и Самуилом Маршаком. Умение писать так, чтобы малыши, читая, узнавали в героях себя, Нузет Умеров считает главным качеством детского писателя. В его сборнике «Крымско-татарские народные сказки» 56 произведений. В 1944 году пришло указание сжечь все татарские книги, не только книги, рукописи, все, что не написано по-русски. 5 лет я собирал, восстанавливал, обрабатывал, и книга вышла 2000-м тиражом. Стихи, поэмы, сказки, рассказы, повести, пьесы и юморески. Тысячи написанных произведений Нузет Умеров переводил с казахского, узбекского, татарского и других языков, чтобы как можно больше ребят смогли окунуться в мир сказок и чудес. Его публиковали во многих журналах и газетах. Я написал «Алтын урлық». Бір қыш күні очкос торғай елда тапты, мусор богдай. В общем, сказку тоже опубликовали в газете. Я прихожу домой, и мне мама, она газету выписывала, читала. Мама говорит: Нузет, говорит, почитай, какое хорошее стихотворение, сказку для детей опубликовала газета. Я говорю: где? Она принесла. А я говорю: мама, ты смотрела, кто ее написал? В этом году писателю исполнится уже 90 лет. Сейчас он живет в родном Симферополе и дальше продолжает активно работать. Пишет стихотворения, сказки, повести и сценарии для детей в школы и детские сады, журналы и газеты. Вот уже больше 60 лет. Писательство – смысл его жизни. Лилия Ислямова, Азиз Неметулаев, телеканал Милет.